Образование Республики Ингушетия – процесс, начавшийся в начале XIX века и затянувшийся на десятилетия. Своя автономия у ингушей была с 1924 по 1934 годы. Это время сегодня называют «золотым десятилетием», а после развитие народа происходило по остаточному принципу и вне территории современной Ингушетии. Это стало триггером для народа в стремлении восстановить свою государственность. В 20-30-х годах мы потеряли тот промышленный комплекс, который у нас был, предприятие, все, что у нас было, оно в результате того, что ингушская автономия была присоединена к Чеченской республике, потеряла почти все. Затем были годы депортации, годы в Объединенной Республике. Вместе с некоторыми положительными моментами мы понимаем, что мы были просто как бы окраины. А вы знаете, много было сомневающихся. И тем не менее мы провели референдум, все прочее. Мы кинулись в этот бой. В годы перестройки ингуши обрели твердую веру в восстановление справедливости. В разгаре процесса демократизации жизни общества летом 1988 года было образовано движение НИСХО, ставшее позже партией под руководством писателя Исы Кадзоева. Под эгидой активистов сотнями направлялись коллективные и частные письма в ЦК КПСС с просьбой восстановить ингушскую автономию. دنيا دي شو أصل حدار تأخش عيني تسعين شو بيقمنو دنيا دي شو هم بي ودريش وجريش لحت تهندي هو غلغي ماري بوخكرت حبا قبضت. В конце марта 1989 года инициативная группа НИСХО собрала больше 52 тысяч подписей под обращением за Ингушскую АССР. Главное желание ингушского народа иметь свою республику было озвучено на первом съезде народных депутатов СССР народным депутатом Хамзатом Фаргиевым. С этой же инициативой на заседании Совета национальностей первой сессии Верховного Совета СССР выступил депутат Муса Дарсигов. Я считаю, что пересмотреть надо конкретные меры, поручить Совет Министров принять постановление, определяющее восстановление имущественных, территориальных и других прав репрессированных народов. После второго съезда, прошедшего в Грозном в сентябре 1989 года, был организован оргкомитет по восстановлению ингушской автономии. Его возглавил Бексултан Сайнароев. Летом 1990 года Борис Ельцин принял представителей депутатского корпуса Бембулата Богатырева, Мусу Дарсигова, Ибрагима Костоева, Хамзата Фаргиева и представителей ингушских районов. Я уважаю ингушский народ и их стремление стать самостоятельным государством. Я, говорит, пришел тебе поздравить. То, что республики Алгай, Балаяй, давно не есть жир. Ингуши благородный, честный народ. И я очень уважаю и люблю ингушский народ. В ноябре 1991 года состоялся референдум, где абсолютным большинством 97% избирателей высказались за создание Ингушской республики в составе РСФСР. 4 июня 1992 года Верховным Советом Российской Федерации за подписью президента был принят закон об образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации. Через 2 дня в Назране на холме Абигу состоялся общенациональный митинг. Образовать Ингушскую республику в составе Российской Федерации. По архивным кадрам можно судить, насколько ценным был этот момент. Глаза людей, наполненные слезами, застывшие фигуры пытались уловить каждое слово сообщения о восстановлении ингушской государственности. Это был результат деятельности не одной группы, человека, выступления или обращения. Это была поистине воля народа, исполненная лидерами ингушского национального движения. غلغاي قمدر شيدر قمده يتر قمو قاهيجر شي دولش دو هم قوسدش نس قوسبش دوخم ناخ جو خلو ما عيشري كاستا عن زامناخ تميتنج جلات شيل جلات دوك ناخدي هون لزج ليسا بغدين شدام بغري دال وازوتي بولش اشتقمو حيقا قدر خير
Процесс восстановления Ингушетии проходил в кризисных политических и экономических условиях, установившихся в целом стране. Но еще более сложные этапы предстояло пройти. Республику фактически создавали с нуля, а население в тот период увеличилось вдвое. Ингушетия, которой всего-то было несколько месяцев, она оказалась в эпицентре всех этих невзгод. Чеченские войны. Осетино-ингушский конфликт возник через 4 месяца. И беженцы, когда вот я смотрел, и беженцы из наших соседних республик, и Чечни, и Ингушетии, по численности оказались больше, чем само население. Больше. И все равно мы и людей приняли, и выжили. Было невероятно тяжелое время. Через 5 месяцев мы помним, что происходило. Это потоки беженцев, а республика еще не была фактически создана. Был указ, это было юридическое начало. Но нужно было завершить. И здесь я бы с благодарностью сказала о военной элите Ингушетии. Это генерал российской армии Муса Течоев. Это генерал Руслан Султанович Аушев. Это генерал Магомед Асхабович Султыгов. Они приехали тогда, когда народу было очень плохо, очень тяжело. Всем народом мы смогли выйти из той тяжелой ситуации в невероятно тяжелых условиях, в условиях чрезвычайного положения, когда и выборы-то трудно было провести. Магомед Асхабович Султыгов, который был тогда главой Временной администрации, сумел организовать эту огромную работу, провести выборы. 27 февраля 1994 года состоялись выборы первого парламента Народного собрания Ингушетии. У республики появились государственные символы и органы исполнительной и законодательной власти. Самое главное, регион удалось уберечь от втягивания в конфликт, развернувшийся в соседнем субъекте. Однако последствия тех настроений мы ощутили в начале 2000-х, ознаменовавшихся терактами и бесчинством боевиков. С помощью федерального центра эти силы удалось подавить, а процесс развития инфраструктуры набрал темп. Программы социально-экономического развития и национальные проекты существенно изменили социальную среду республики. Действительно, первое время, когда наша республика строилась, конечно, у нас не было ни заводов, одна фабрика была и один завод был на все эти и так далее. Первому руководству нашей республики пришлось очень трудно. Всем, на всех уровнях. Надо было создавать на голом месте министерства, учреждения, предприятия и так далее. Надо было общественную организацию возрождать. Надо было, у нас же не было ни одного высшего учебного заведения, один аграрный техникум. И все эти вот учебные заведения надо было создавать с нуля очень многое. Ощутимые изменения произошли в системе образования. Об этом можно судить по результатам последних лет. С 2019 года в республике построено, реконструировано 13 школ, создано более 7,5 тысяч ученических мест и 15 детских садов на более чем 3000 дошколят. Республика Ингушетия в части, касающейся системы образования, находилась в таком удручающем, скажем так, состоянии. Всего 20 дошкольных образовательных учреждений на территории уже вновь образовавшегося субъекта и чуть больше 50 учреждений среднего общего образования. На сегодняшний день система представлена 134 учреждениями общего образования, 78 учреждений реализуют программу дошкольного образования. До конца 2022 года планируется введение в эксплуатацию 21 учреждения общего образования, что позволит нам на 59% сократить режим обучения двухсменный. Также до конца года планируется ввести в эксплуатацию 9 учреждений дошкольного образования, что позволит нам республике максимально 98% охвата закрыть актуальную очередь. Ингушетия всегда считалась преимущественно аграрным регионом. Способствуют этому плодородные земли и климат. Республика занимает второе место в СКФО по объему продукции сельского хозяйства. За прошедший год показатель увеличился на 18,4%.
2,5% составил почти 15 миллиардов. По поручению главы республики Махмуда Али Калиматова ГУПы приобрели 5000 голов мелкорогатого, 200 голов крупнорогатого скота, а крестьянско-фермерские хозяйства 3500 голов КРС. Прирост индекса промышленного производства по итогам 2021 года составил 2,5%. Что касается реализации инвестиционных проектов, запущен птицеводческий комплекс «Южный», лесоперерабатывающий комбинат «Мужичи», агрокомплекс «Сунжа». Поставляют свою продукцию в российские регионы, завод по производству полимерных труб и алюминиевых профилей, реанимированы по поручению главы республики обувная и швейные фабрики. За последние 3 года общий объем долгов Ингушетии сокращен на 5,6 миллиарда, с 11,8 миллиарда рублей до 6,3. В том числе объем погашенной кредиторской задолженности составил более 2 миллиардов рублей. Бюджетных мер принуждения – 3 миллиарда. Государственный долг снижен на 225 миллионов рублей. Положительная динамика социально-экономического развития позволила обеспечить рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на 600 миллионов рублей или на 11,3%. Знаковым событием является принятие правительством России решения о присвоении аэропорту Магас имени Сулумбека Асканова статус международного. Запущен новый рейс Магас-Самара. В задачах на 2022 год в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» реализация 13 проектов автомобильных дорог и мостовых сооружений с финансовым обеспечением в размере свыше 400 миллионов рублей и общей протяженностью около 20 километров. За 30 лет в Ингушетии построено более 40 объектов в сфере здравоохранения. Диспансеры, детская больница, поликлиники, врачебные амбулатории, ФАПы и стратегический для региона перинатальный центр. В Ингушетии один из лучших показателей по рождаемости и естественному приросту. В 2021 году на 1000 населения рождаемость составила 16,3. Для сравнения, в России этот показатель составляет 9,6. У нас были 3 районные больницы. Это Малгобекская, Сунжская районная больница и Назанская районная больница. И 2 больницы – это Карабулакс городская больница и Назранская городская больница. Очень много объектов в системе здравоохранения построено, введено в эксплуатацию и вводится, и планируется строительство. Более того, более 300 единиц оборудования закуплено по различным программам. Это высокотехнологичное оборудование. Туда входят компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы. Туда входит видеолапароскопическое оборудование. У нас самый низкий показатель смертности – 4,2 на 1000 населения. И если брать Российскую Федерацию в целом, это в среднем этот показатель 16,8 по Северному Кавказу. Нужно сказать, что у нас самая высокая продолжительность жизни. На сегодняшний день этот показатель 80,5 лет. Без преувеличения мировые успехи достигнуты в спорте. Спортсмены из Ингушетии отстояли честь страны на Олимпийских играх. Знаменитый борец Адам Барахоев, бронзовый чемпион Олимпиады 2000 года в Сиднее. 12 августа 2008 года в Пекине золото России принес борец Назир Манкиев. На играх того же года в Пекине золотую медаль выиграл ингушский боксер Рахим Чахкиев. Участник Олимпиады 2008 года Ислам Тимурзиев, номер 1 сборной России в супертяжелом весе Далгеш Толцин. Участник Олимпийских игр 12 и 16 годов Магомед Мусаев. В Рио-де-Жанейро блестящую победу одержал дзюдоист Хасан Халмурзаев. На этих же играх Калой Картоев стал серебряным призером. В 2021 году в Олимпиаде участвовал Муса Магушков, а золотую медаль выиграл борец Муса Евлоев. Когда мы едины, мы непобедимы. Вот в чем сила наша. Мы впереди, мы будем впереди. В 2021 году на всероссийских, международных и зональных соревнованиях ингушские спортсмены завоевали 64 золотых, 64 серебряных и 135 бронзовых медалей. В республике проходят турниры всероссийского и мирового масштаба. Я просто радуюсь, я горжусь и представителями науки и образования, нашими спортсменами, олимпийскими чемпионами. Я знаю, как непросто было всем руководителям, и Руслану Аушеву, и Мураду Зязикову, Юнусбеку Евкурову,
Махмуду Али Калиматову. Трудно, но мы все вместе. Мы понимаем, что другой у нас нет, и мы должны все делать во благо нашей республики. Это огромный праздник. А здесь, в горах, в ущелье реки Арабки, где некогда предки ингушей ставили свои сторожевые башни для защиты от неприятеля, находится заводская база отдыха, одна из лучших в республике. Ингушетия представляет туристические возможности. Отечественный рынок является приоритетным в этом направлении. И свое место в списке привлекательных регионов Ингушетия уже заняла. Сочетание этнографического, оздоровительного и событийного туризма привлекает гостей. Так, туристский экскурсионный поток в Ингушетии в 2021 году составил 103 тысячи человек. Численность размещенных лиц по сравнению с 2019 годом выросла на 178%. Это самый высокий показатель в стране. Siz degişi parqatuyıq dalahdıyıq yebol muğah bolujma bi oz. İşte daxoyi hadej khars hadej baq hadej danistej tuadej daxod galgay qam qahigish qamde. Hacıl ve lamlat jogalash. Tan Amerika riviniz ştat riviniz tan sego alır. Tahanı akariyaq tsagawiyot alır. Штаты проблемы. Без своей самостоятельной государственности мы могли бы не иметь всего того, что имеем сегодня. Это вот просто так посмотреть даже по сторонам. Это и развитие городов, это и развитие системы образования, это развитие инфраструктуры, это огромная сеть и образовательных, просветительских учреждений, это свой научно-исследовательский институт, свое театральное, музыкальное искусство. То есть мы, народ, развиваемся, мы сохраняем свою культуру, мы знаем свою историю, а если не мы сами за нас ее писали бы другие, то есть мы получили право самостоятельно развиваться. И это дорого стоит. Мы должны беречь республику. И все в первую очередь думать о благе этой республики, о том, что служит во благо и в созидание, в развитие нашей республики, нашего народа, а потом только о себе. Прошедшие 30 лет были временем созидания. Восстановление государственности Ингушетии – идея народа, воплощенная в жизнь лучшими представителями, чьи заслуги нам и будущим поколениям еще предстоит оценить. Впереди новые задачи и перспективы. Через следующие 30 лет какой вы видите Ингушетию? Ингушетию? Я думаю, она будет вот этой мозаики нашей страны России одним самым ярким кусочком красоты, блеска, понимаете? Она будет достойная часть целого нашей России. Вот что будет Ингушетия. А к этому сегодня, например, я буду делать за тот период, который мне отведен здесь, то я буду делать, чтобы ее улучшить, все, что я могу. Каждый следующий тоже будет. Но в целом, не знаю, я гадать не умею, предугадывать тоже. Я просто желаю одного, чтобы мы, каждое поколение, почему я про молодежь говорю, чтобы она думала, что куда судьба занесет. Чтобы мы вот этой вот большой семье были достойными частью нашей большой родины России. Понимаешь? Вот что. Поэтому я думаю, у нас получится.